Федеральная антимонопольная служба представила в правительство поправки, которые усиливают ответственность за картельные сговоры и дают ведомству дополнительные инструменты для борьбы с ними. Одна из новаций – введение ответственности за участие в картеле для акционеров, членов коллегиальных органов и директоров компаний. Если будет доказана их причастность, им может грозить до 6 лет свободы. Сейчас в картельных сговорах в большинстве случаев признаются виновными рядовые менеджеры, а члены совета директоров и акционеры уходят от ответственности. Поправки должны изменить ситуацию. Инициативы Федеральной антимонопольной службы предполагают создание реестра участников картелей и ограничение доступа к госзакупкам для них. Поправки также вводят двукратные штрафы за повторное заключение картеля для юридических лиц. Таким образом, Федеральная антимонопольная служба надеется снизить количество рецидивов. Также закрепляется возможность получения антимонопольным органам результатов оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, у ведомства появляется право изымать у компаний вещи и документы. Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5% в годовом исчислении, следует из сообщений Главного таможенного управления КНР. Всего странами было поставлено товаров почти на 71 миллиард долларов. При этом объем экспорта из Китая в Россию не изменился, оставшись на уровне около 31 миллиарда долларов. А вот импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 8,3% до почти 40 миллиардов долларов. Товарооборот между Россией и Китаем растет на протяжении ряда последних лет. В 2016 году прирост составил 2,2% в годовом исчислении, в 2017 году 20,8%, в 2018 году 27,1%. По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Россией и Китаем превысил 107 миллиардов долларов. Вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал арендное жилье перспективнейшим направлением на совещании с представителями Минстроя и госкорпорации Дом.РФ. Он отметил, что такой опыт уже есть в Москве, Тобольске и на Дальнем Востоке. По его словам, люди могли бы арендовать такое жилье при переселении. Также оно было бы востребовано среди молодых семей. Ваша задача – толкнуть инвесторов создавать арендное жилье. Надо посмотреть, какие сдерживающие факторы есть, что мешает инвесторам создавать арендное жилье, обратился Виталий Мутко к участникам обсуждения. Ранее министр строительства Владимир Якушев говорил, что субъекты могут создавать фонды для развития арендного жилья, как это делается сейчас для решения проблем обманутых дольщиков. Учрежденный региональным правительством фонд может выступать в качестве организации, которая может заниматься и арендным жильем. Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда. Ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – Республики Хакасия. Аналитики составили индекс рынка труда по итогам 2018 года, который дает возможность комплекса оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса были проанализированы 9 показателей, включая уровень оплаты труда, условий труда, а также емкость рынка труда. По сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, снизился коэффициент напряженности на рынке труда. Однако ситуация по-прежнему достаточно неоднородна, отмечается в исследовании. В 2019 году, по мнению экспертов, на фоне стабильной экономической ситуации на рынке труда должна сохраниться позитивная тенденция. В частности, можно ожидать увеличения заработных плат, сохранения уровня безработицы на низком уровне. Соответственно, в большинстве субъектов России значения индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом как минимум не должны снизиться, отмечают авторы этого исследования. Ввод в работу дизельного генераторного комплекса в Тикси запланировано в декабре 2020 года, сообщил на полях Восточного экономического форума во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым председатель правления японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий Исидзука Хирааки. Он подчеркнул, что данный проект имеет для них первостепенное значение и осуществляется на правительственном уровне Японии. Хирааки сообщил, что дизельные генераторы уже доставлены в Россию. Остается важный момент – сборка модулей в Кургане и доставка в Тикси наземным путем по реке Лени или северным морским путем. После этого будет произведена их установка и монтаж в здании электростанции и сопряжение агрегатов модулей с существующей энергетической инфраструктурой поселка. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.